Приветствую вас, друзья! Это 5-й выпуск проекта Bitcoin World. Итак, прошло 5 дней, и я накопил за это время 17 серверов SHA-256. Этот результат ниже, чем за прошлые 5 дней. Причина этому то, что я начал работать еще с 3 серверами облачного майнинга. Чуть позже я вам покажу, какими именно. Ну а пока я вам расскажу, что нового произошло за эти 5 дней. Как вы видите, на сервере YaBot появилась новая криптовалюта Litecoin. Я начал его майнить. Криптовалюта новая и стоит очень дешево, так что можно намайнить пару тысяч и оставить на будущее. Возможно, через пару месяцев он может подняться в цене, и на этом можно неплохо будет заработать. Буквально на днях сайт bitcointalk.org был взломан. Взломщикам стала доступна электронная почта и пароль на этом сайте. Так что если вы зарегистрированы на сайте bitcointalk.org и использовали идентичный email и пароль при регистрации на YaBot, вам следует немедленно поменять пароль на сервере YaBot. Также YaBot выпустил новое приложение для iOS-устройств. Скачав это приложение с App Store для iPhone и iPad, вы сможете контролировать свой облачный майнинг на YaBot в любое время и в любом месте. Недавно в интернете появился новый кран, который выдавал 1200 сатоши каждые 10 минут. На днях этот кран закрылся. Скорее всего, администратор пытался как можно быстрее набрать большое количество пользователей и, естественно, неправильно рассчитал свои прибыли и убытки. В этом кране можно было увеличить количество зарабатываемых сатоши с помощью вложений. И я надеюсь, что вы не были одни из тех, кто вложились в этот сайт и потеряли большое количество сатоши. А также я наткнулся на один сайт, который позволяет создавать свой собственный ротатор кранов. Но при регистрации он требует вложения в 1 000 000 сатоши. Но есть несколько моментов, которые не позволяют мне работать с этим сайтом. Во-первых, дизайн сайта оставляет желать лучшего. Я понимаю, что такие сайты особо не развивают в дизайне, но уж слишком он простой даже для такого сайта. Во-вторых, 1 000 000 сатоши – это не такая уж и маленькая сумма для начинающего. За 1 000 000 сатоши можно купить чуть больше 10 серверов облачного майнинга SHA-256 на 5 лет, что значительно ускорит скорость майнинга. И опять-таки нет гарантии, что этот сайт не закроется через пару месяцев. Таким образом мы потеряем значительную сумму, которую мы зарабатываем в течение недели. Я понимаю, что ротатор кранов это очень удобно. То есть набрали свой список кранов и начали работать. Но как бы это ни было удобно, на данный момент я не готов вложить 1 000 000. Возможно бы я бы вложил 100, 200, 300 тысяч, но не 1 000 000. Найти бесплатный сайт ротатор мне пока не удалось. Пока что я работаю по старинке, открывая большое количество вкладок на браузере. Конечно, это не так уж удобно и очень сильно влияет на скорость компьютера. А работать с ротаторами со своим списком кранов не всегда удобно, так как большинство кранов или не платят, или же имеют баннеры, которые всплывают и мешают работе. За последнее время очень много кранов перестают выплачивать, временно или вовсе. Но благо, кранов очень много, и когда один кран перестает выплачивать, можно компенсировать другими кранами, так что это в принципе сильно не мешает работе. Многие бросают добычу криптовалют и заработок на биткоине и других криптовалют, потому как надо тратить очень много времени и сил на эту работу. Конечно же, на начальном этапе это на самом деле тяжело, но со временем становится все легче и легче. Да, многие на YouTube и других ресурсах говорят о том, что нужно работать всего лишь пару часов, а некоторые даже говорят о нескольких минут в день. Естественно, это ложь, и они пытаются приманить таким образом как можно больше рефералов, чтобы зарабатывать самим. Естественно, чтобы нормально развивать свой облачный майнинг, нужно работать как минимум 10 часов в день и работать с 50-70 кранами. Ну а теперь, как я обещал, я покажу вам другие проекты, которыми я начал работать буквально недавно. Итак, 3 проекта: Script.cc, AprilCoin и AmiCoin. Script.cc нужно покупать так же как на YaBot
мощностя и тем самым майнить биткоины. Как заявляет администрация сервиса, на сайте можно зарабатывать на майнинге 40% от вложенных средств. Остальные два сервиса больше похожи на онлайн-банк, то есть вложили средства и получаете ежедневно проценты. Ссылки на регистрацию вы найдете на сайте проекта Bitcoin World. Пока что эти три сервиса на стадии теста, и сильно я на них не надеюсь и вложил небольшую сумму. Если вы хотите попробовать, или же вы уже начали работать с одним из этих проектов, можете написать об этом в комментариях, если вам нужна помощь, совет или же какая-либо другая информация. Пишите, я обязательно вам подскажу, что и как нужно делать. А также проект Bitcoin World предлагает для новых партнеров очень выгодные условия для начала работы на сайте yabot.com. На главной странице сайта вы увидите подробную инструкцию, каким образом получить вступительный бонус 200 доджикоинов, а также вы сможете получать дополнительные бонусы, выполняя определенные задания каждую неделю. Ну и под конец, как всегда, показываю вам один из самых надежных кранов в интернете. Это Bitcoin Zebra. Кран довольно прибыльный. Каждый час оплачивает от 100 до 3000 сатоши. Отмечу, что 1000 и 3000 сатоши выпадает очень часто. Кран позволяет работать как обычными кошельками, так же с кошельком XAPA. На кошелек XAPA кран выплачивает моментально. На другие кошельки, такие как блокчейн, кран выплачивает автоматом каждую субботу. Если вы все еще не пользуетесь этим краном, обязательно пройдите по ссылке и начните работать с этим краном. Напоследок советую не заходить на сайты, где нужно играть, делая ставки. Вы будете терять свои сатоши, тем самым усложнять свою работу на заработке облачного майнинга. Ну что ж, на сегодня все. Всем удачи, пока.